Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие друзья, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео, пишет хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так: зигзаги судьбы. Какие перемены вас ожидают в будущем? Пожалуйста, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Зигзаги судьбы в моей жизни. Какие перемены ожидают меня в будущем? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Итак, какие же зигзаги судьбы будут у тех моих зрителей, которые зашли на мое видео? Что у вас впереди? Так, мои дорогие, все очень интересно и мне очень-очень нравится. Я вижу здесь перемены в личной жизни. В личной жизни у вас по судьбе, вот все те, кто зашел на это гадание, кто смотрит мой песочек, у вас перемены к лучшему. Причем перемены глобальные. Здесь, мои дорогие, у кого-то переезд, у кого-то покупка, может быть, дома, квартиры, недвижимости. То есть я вижу вас счастливым человеком со своей парой, половинкой и с крышей над головой. Крыша над головой есть, понимаете? Свой угол, да, вот как это называется, свой дом. Это все у вас есть, к вам это все идет. Мои дорогие, что еще я хочу сказать, что отметить? Вы здесь у меня вышли самой главной персоной, самым главным человеком, например, в семье, в отношениях. Вы, смотрите, вы держите эту крышу, да, а любимый ваш человек, он как будто бы ее, ну, как настилает, да. То есть здесь именно те классические отношения, когда женщина – это хозяйка дома, это мама, любимая женщина, да, сердце и душа семьи. А вот мужчина, он и защитник, и добытчик. Понимаете, он вас закрывает. Он закрывает свою семью от всех невзгод, от неприятностей, от там, болезненной ситуации, там, безденежья. Он все берет на себя и все на себе тащит. То есть вы в очень хорошей комбинации. Вы, смотрите, отвечаете за очаг, за дом, за детей, а он отвечает за внешнее, да, за то, чтобы о вас заботиться, о семье заботиться, чтобы денежку зарабатывать, и чтобы все было у вас замечательно. Просто прекрасно. Мои дорогие, здесь я вижу деток. Детки, смотрите, один из детей вот особенно выделяется. Ну, если у вас один ребенок, значит, это ваш один ребенок. Если у вас двое, то знаете, что ребенок этот идет, вот как знаете, он и не первый, и не последний, да. Вот если многодетная семья, да, посерединке. А если у вас двое деток, то это девочка. Вот так вот, мои дорогие, да, потому что много людей смотрят мой песочек. Я хочу, чтобы вы четко понимали. Девочка очень талантливая, девочка очень особенная. И у девочки в голове, скажем так, много звездной пыли, назовем ее так. И ваша прям заслуга будет, и ваш, скажем так, задание, да, задание это эту пыль всю прибрать у нее в голове, но не какими-то грубостями, а именно хорошими добрыми словами, хорошим посылом, хорошим таким, знаете, прямо обращением, дружеским обращением. Пожалуйста, обращайте внимание, девочка талантливая, девочка многого может добиться, и жизнь свою может очень удачно построить. Но если вот эту всю пыль ненужную не убрать, к сожалению, будет, вот знаете, может с вами так и просидеть всю жизнь. Да, не дай бог. Пусть у него будет все хорошо. Поэтому, мои дорогие, не ругаем, не претензиями, а именно хорошими, добрыми разговорами общаемся. Так, еще я вижу в вашей жизни людей, которые вот ваша семья, родственники, близкие люди. Вот знаете, может быть, вы как-то с ними спорите, ругаетесь иногда, да, все бывает. Но вы должны понимать, что они вас очень-очень сильно любят, и они за вас прям с горой.
вы можете полностью рассчитывать и понимать, что вас никто никогда не оставит, не покинет. И что бы ни происходило в ваших отношениях, поддержка всегда будет самой лучшей и самой доброй, да, самой сердечной. Здесь в центре у вас бабочка. Ну, бабочка мне говорит о том, что здоровье, тут прям постучу, будет прекрасным, легкость будет в вашей жизни и достижение вот всех тех своих поставленных целей, которые у вас, ну, на данный момент, да, вот что вы себе там ориентиры наметили, вы всего этого достигнете, причем самым легким образом и самым быстрым. Все у вас будет замечательно. И я вижу, что вы вот сидите в такой прекрасной позе, вот женщина сидит, она смотрит на свою жизнь, она смотрит на то, что было, на то, что есть. И в голове у нее огромные планы на будущее. Понимаете, сколько бы вам лет не было, что бы ни происходило в вашей жизни, в будущем вы примите все те неприятные моменты, которые случались, все те болезненные ситуации, научитесь прощать, научитесь отпускать и научитесь мало того, что быть счастливой, да, но и других вы будете учить, как быть счастливым человеком, как прожить жизнь так, чтобы было, скажем так, что вспомнить, да, и было чем погордиться, да, чем похвастаться. Мои дорогие, за спиной я вижу человека, который вас поддержит. Это ваш любимый человек, либо тот человек, с кем вы вот прям душа в душу можете прожить всю жизнь. Да, может быть, у вас есть какие-то острые углы, либо были в вашей жизни, в ваших ситуациях, любовные, может быть, даже какие-то треугольники были, и причем и с его стороны могло быть, и с вашей стороны, все это могло быть. Но, мои дорогие, вы, в том-то и дело, что ваша сила в том, что вы из любой, скажем так, неприятной и каверзной ситуации можете выйти на роль победителя и лидера. Понимаете, вот что идет. Мужчина за вашей спиной, мужчина вас поддерживает. Мужчина не вмешивается в ваши дела, но тем не менее он всегда готов прийти на помощь, только лишь его позови. И знаете, здесь у нас есть кит со стороны мужчины. Кит. Кит — это человек, который, вот он, видите, какой с хвостом, такой большой, с плавником. Кит — это то, что дает нам стабильность, уверенность, да. Да, может быть, мужчина где-то нужно его там, извините, подогнать, да, там, пендаля волшебного дать, чтобы он начал активно действовать. Но, тем не менее, он стабильный, он спокойный, и он ваш, он ваш. Смотрите, вот даже если так посмотреть, вот человек, это ваш мужчина, и он вам эту рыбу заносит, понимаете, этого кита заносит, говорит, вот он, я такой, бери меня, принимай таким, как я есть. Вот такая идет ситуация. Так что, мои дорогие, мужчина замечательный. Кстати, у кого-то два мужчины. Два мужчины вот таких прям главных в жизни, да. Один в прошлом, которого вы, например, никогда не забудете, со знаком плюс, либо со знаком минус. Вот он идет. И вот настоящий, либо будущий мужчина, который, понимаете, тот прошлый, он больше, как, знаете, брал у вас, да, брал энергетику, может, ресурсы брал, жизнь, скажем так, воровал. А вот этот мужчина, он дающий, он вам, видите, рыбку несет, он вам дает. Кстати, у кого-то может быть такая ситуация, что у вас на работе, в бизнесе вот прям пойдет, да, на ура. Мужчина будет вам предлагать, будет вот прям именно делать предложение. Но, мои дорогие, от мужчин, смотрите, будьте осторожны, будьте аккуратны. Как бы вот эта рыбка не была с гнильцой. Вот такая идет ситуация, да. Потому что вот рядом с этой рыбой есть острый угол. Вот такой, в вашу сторону, острый. Понимаете, чтобы вы внимательно на все смотрели и, скажем так, не соблазнялись вкусняшками, назовем это так, да. Но вы меня понимаете, о чем я говорю, да. Здесь очень важно уходить от таких опасных ситуаций. Но вы у меня, девочки, умные, мудрые, я думаю, что тут проблем не будет. Так, еще я вижу у вас прям переход на какой-то, не знаю, новый уровень. Вот кто-то из девочек, женщин, кто смотрит, мужчины, может быть, тоже. Мужчин, я знаю, мало смотрит, но тем не менее. Вот вы сейчас в каком-то вот лежачем положении. Вы лежите, и вы долго о чем-то думаете. Думаете, и у вас... Знаете, у многих вот через поколение передалась какая-то связь и какой-то дар. Понимаете, связь с вашими прошлыми поколениями и дар. Может быть, это дар эзотерика. Может быть, это дар, не знаю, талантливого человека. Там поете вы, танцуете красиво, да? Рисуете. Все это может быть. Вам этот дар передался через поколение от какой-то вот прям
в вашем роду была женщина. Женщина особенная. Особенная, либо особая, да, вот как кому нравится. Она женщина многих талантов. Она могла быть прекрасной актрисой, артисткой. Может, мне даже прям как идет как в цирк, да, в цирке, может быть, выступала, либо мечтала. Либо, например, она лечила, врачевала, да, спасала и тела, и души людей. Вот именно от этой женщины, смотрите, вот она какая особенная, да, есть с ней связь к вам. Через сны эта женщина с вами общается, через сны она дает вам информацию. Через сны можете вы получить свои способности. Вернее, как они-то у вас есть, разбудить эти способности. Так что, мои дорогие, кому интересны, например, ваши какие-то таланты, к чему-то вас тянет со страшной силой, а вы не понимаете почему, знайте, что это у вас именно по роду идет. Вам нужно в себе это развивать при желании. Если будете развивать, то вот ваша фигура перевернется, и вы займете свою, скажем так, нишу, свое предначертанное вам в родовом вашем дереве, понимаете? Вот такая идет ситуация. Да, может быть, не будет легко, но тем не менее вы, мои дорогие, обретете себя и обретете свое призвание. Поэтому присматривайтесь и прислушивайтесь к своей интуиции, каким-то вот знакам, которые к вам приходят. А знаки, я вижу, приходят. У вас, знаете, как будто бы два пути. Один путь у вас, скажем, такой, ну, духовной жизни, а второй путь мирской жизни. И тот у вас идут сложными, но в конце удачными, да, то есть вы получаете удачу. Здесь еще, кстати, острая ситуация может быть связана с детьми. Может быть какое-то недопонимание с детьми, но вам рекомендация не заострять, а несмотря ни на что, понимать, что это все-таки дети, нужно, как, не то чтобы даже нужно, как будто бы, знаете, вы обязаны этим детям счастье сделать, да? Вы же их в жизнь пустили для того, чтобы они счастье свое нашли, а не для того, чтобы там с ними спорить и ругаться. Да, дети могут заблуждаться, да, они могут быть неправы. Но понимаете, лучше пусть они учатся на своих ошибках, чем на, например, ваших, да. Потому что, как ни крути, свой опыт, он самый ценный, он самый такой, знаете, ближе всего к телу, да, своя рубашка ближе к телу, и он больше доходит. То есть вы можете 100 раз объяснить там свою историю, рассказать, там все это сделать, но только лишь испытав все на своей шкуре, только так человек понимает. А вот то, что происходит между вами, это, ну, сотрясание воздуха, да, вы портите себе нервы, вы портите отношения, ну, не более того. Так, знаете что, мои дорогие, еще я вижу человека, который вас раздражает. Есть в вашем окружении вот такой дятел, который очень сильно вас раздражает. Человек, который лезет все время своим длинным носом в чужие дела, сплетничает, гадости может говорить и даже делать. И этот человек, он идет, смотрите, к вам в перевернутом виде. Типа человек на вас, вот знаете, как надеется и ждет от вас, ну, каких-то, знаете, ответных шагов. То есть, дескать, я ее сейчас подостаю, да, постучу, и там темечко, она мне ответочку пришлет, и я вот всем покажу, какая она плохая. Мои дорогие, не поддавайтесь на провокации всяких, ну, таких гнилых, скажем так, личностей. Понимаете, что вы особенная, и вам вашу особенность нужно беречь. Беречь, чтобы ничего плохого не происходило. Этот человек, он перевернутый, он, ну, скажем так, засланный казачок в вашу жизнь, чтобы вас, скажем так, немножечко искушать на путь каких-то, вот знаете, негодований, скандалов и вот, ну, ненависти, скажем так, да. Уходите от этого. Этот человек к вам с претензией, а вы к нему с улыбкой. Он к вам с каким-нибудь там, знаете, гадким словечком, а вы к нему со спасибо. Спасибо за то, что так ко мне обращаешься, да, уважаемый, дорогой и прочее. И знаете, он от вас отстанет, потому что он вышел перевернутый. Знаете, мои дорогие, у вас очень такой необычный будет следующий Новый год, потому что здесь вышла елка, и звезда на елке, и корона. Мои дорогие, в следующий год, не этот, следующий год идет, он обещает вам какую-то невероятную, счастливую встречу, счастливое знакомство, счастливые обстоятельства. Здесь у вас мало того, что над вами звезда горит, и вы в центре, так еще и корона у вас на голове появится. Понимаете? Вы будете выше всех, важнее всех и статуснее всех. Причем во всех смыслах этого слова. Здесь у вас через год
год следующий получается у нас сейчас 2021, 2022 у вас жизнь вот прям кардинально поменяется самым фееричным образом. Знаете, дождитесь этого момента. Я вижу, что вам сейчас тяжело, что вам хочется сейчас перемен. Но, смотрите, первые звоночки, вот вы начнете ощущать, что жизнь меняется через 3 периода времени. Это может быть 3 недели, а может быть 3 месяца. Вы поверите и в себя, и в судьбу, и в высшие силы. И знаете, перемены будут самыми лучшими. Я вижу у многих тут преодоление каких-то вот таких скверных, странных ситуаций, когда вам плохо, одиноко, скучно, безденежье, унижение, притеснение. Вот это все уходит. Это будет уходить постепенно. Вы, как знаете, как будете взбираться на какую-то, вот я не знаю даже, как это объяснить, крутую очень лестницу, да, на которой очень-очень много ступенечек. И вот сколько дней в году, столько ступенечек вам нужно будет и пройти. Но вижу, что осилите, и вижу, что прекрасный результат у вас будет в будущем. Так, мои дорогие, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. На этом все. Всем пока-пока.